Чувашском республиканском институте образования состоялся республиканский конкурс «Педагог-психолог года Чувашии-2021». К участию в очном этапе были допущены 22 педагога-психолога из разных муниципалитетов нашего региона. В программу заочного испытания были включены 2 задания. Это визитная карточка и характеристика профессиональной деятельности участника. Ну а на очном этапе конкурсанты выступали перед коллегами и членами жюри. Они давали мастер-классы. Пожалуй, никто не будет спорить с тем, что педагог-психолог – уникальная и очень ответственная работа. Скорее, это даже не работа, а призвание, говорят участники мероприятия. Педагог-психолог отвечает за формирование психологической культуры учащихся и студентов, учит налаживать социальные связи, а также помогает разрешать внутренние и межличностные конфликты. Именно этот специалист помогает ребятам развивать необходимые человеческие качества и оказывает психологическую поддержку. Да, конечно, сейчас много специалистов сопровождения в школах работают. Это прежде всего педагоги, психологи социальные, педагоги, учителя, логопеды, учителя, дефектологи и тьюторы. Это специалисты, которые направлены, их деятельность направлена на то, чтобы помочь ребенку преодолевать те или иные трудности во время процесса обучения или социальной адаптации. Деятельность педагога-психолога связана с тем, что он прежде всего обращает внимание на индивидуальные особенности ребенка. Также очень много внимания педагоги-психологи уделяют сопровождению образовательного процесса и в тесной связи работают с педагогами во время того, когда они проектируют свои образовательные программы, воспитательные воздействия, ну и, конечно же, родители. Для успешной работы с детьми необходимо обладать не только образованием, но и определенными личностными качествами. В первую очередь специалист должен вызывать доверие у ребенка, быть доброжелательным и терпимым. Кроме того, нужно и такое качество, как стрессоустойчивость. Мне всегда была интересна человеческая душа, как человек думает, как мыслит, какие он чувства испытывает, почему. И как можно помочь, главное, людям, если у них есть какие-то проблемы, затруднения. Помогая себе, обучаясь этому, я понял, что педагог-психолог – это профессия, которая мне подходит и мне нравится. Луиза Анисимова работает педагогом-психологом в Чебоксарском техникуме транспорта и строительных технологий. Для работы она использует различные методики, ведь общение с учащимися прежде всего должно быть интересным. А конкурс очень помогает пополнить методическую копилку, говорит она. Это большой опыт, то есть на будущее, чтобы знать, как именно нужно подготавливаться и участвовать. И также это как вызов себе, смогу ли я сравниться с теми, кто уже имеет большой опыт, у кого-то 10 лет работы, свои какие-то методики, программы. Работать с малышами – это мое призвание, говорит педагог-психолог Чебоксарского детского сада номер 185 Ольга Леонтьева. Ведь каждый ребенок индивидуален, и главное – раскрыть его способности и помочь справиться со страхами. В работе Ольга Николаевна использует песочную анимацию. Ребятам очень нравится наблюдать за игрой света и тени. Огромное наслаждение видеть радость в глазах детей, говорит она. Я люблю свою работу за отдачу, за блеск в глазах детей, за радость, которую они мне приносят. А я, соответственно, им. Лауреатами конкурса стали Светлана Ешмейкина, Чебоксарская средняя общеобразовательная школа номер 59, Ксения Илларионова, детский сад номер 40 города Чебоксары, Светлана Ильичева, средняя общеобразовательная школа номер 9 города Алатыря, Татьяна Медведева, Центр образования и комплексного сопровождения детей Минобразования Чувашии, Ксения Яранова, Чебоксарская средняя общеобразовательная школа номер 65. Имя победителя конкурса будет названо на заключительном республиканском мероприятии чествования победителей и лауреатов всех педагогических конкурсов. Елена Яковлева, Степан Гурьянов. Жизнь столицы.